Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. В суре Ан-А'ам Всевышний Аллах говорит: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Кому Аллах пожелает, тому покажет путь к вере. В данном аяте из суры Аль-Ан-А'ам, аят под номером 125, сказано слово «садраху». «Садр» означает грудь. «Садр» здесь. Но по словам «грудь» имеется в виду сердце. Поэтому сегодня решили посвятить тему про сердце. Обычно используется слово «кальб», как в хадисе «Аля ва инна фил джасади мудгатан иза салахат салаха джасаду куллуху ва иза фасадат фасадал джасаду куллуху аля ва хия аль-кальб». Слово «кальб» кто помнит? Много раз говорили, как от слова «иклаб» по таджвиду. Кто изучает науку таджвид, правильно читать Коран. И кто знает тюркский язык, слово «инкиляб». Однокоренные слова с арабского языка переводятся как «переворачивающийся». «Кальб». То есть может перевернуться, может перевернуться. Это слово «кальб». Кальб – это не кусочек мяса, который гонит кровь, который мы привыкли называть сердцем. Это скорее духовное сердце, зная, что в русском языке всего лишь 600 тысяч слов, в арабском 12 миллионов должен быть, если не ошибаюсь. Поэтому здесь можем использовать слово «сердце». Хотя уже, как сказал, кальб переводится «переворачивающийся». И хадис, где пророк говорит: «Аля, будьте внимательны, будьте бдительны. Ва инна фил джасади мудгатан». Воистину в теле есть кусочек плоти. «Иза салахат салахаль джасаду». Когда этот кусочек плоти хорошая, салахаль джасаду куллуху. Все тело будет хорошим. Ва иза фасадат, если этот кусочек плоти портится, фасадаль джасаду куллуху. Тело полностью тоже портится. Аля, будьте внимательны, ва хия аль-кальбу. Это кальб. Тоже говорим слово сердце, но здесь в хадисе мы видим, да, пророк говорит, это кусочек плоти. И вот сейчас скажу именно слова, связанные с этим духовным двигателем, который двигает нас, который является управляющим. И есть у него свое войско, поэтому тело, в котором есть данный кусочек плоти, если она, как пророк говорит, саляха, если она хорошая, праведная, то все тело будет праведной, правильным, то есть будет делать благие дела. Поэтому в данном случае мы видим, как сердце сильно влияет полностью на нашу жизнь. Можно пример привести как двигатель, а можно как руль. И первое, что было прочитано в аяте из суры Ан-А'ам, это слово «садр», как Аллах говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Фама юридиллаху ан яхдияху яшрах садраху». Слово «садр». Это уровень сердца, называется садр, переводится в словаре как грудь, но тоже имеется в виду слово сердце. И из этого аята мы видим, кому Аллах пожелает, покажет путь, чтобы его грудь была в сторону ислама. Грудь имеется в виду сердце. А кто же пожелает заблуждения, то Аллах сделает садрагу.
вот опять же это же слово садр, сделать его узким. Это про слово садр. Что здесь мы должны запомнить по словам садр? Это уровень, где приходит васваса, то есть нашептывание сатаны. Все знаете суру Нас, аллази ювасвису фи судури нас. Ювасвису означает нашептывание, то есть плохие мысли. Наверное, знаете, сколько мыслей посещает нас, из которых часть наша, часть совсем не наша. Можете представить, что мысли в голове нашем или же в груди, они не наши. Вот это и называется уэсвэсэ, то есть плохие мысли или же пыш-пыш, это все вот от сатаны. Это находится вот именно на уровне, который человек достигает, или же скорее правильно говорить, начинает расти, это садр. Второй уровень называется кальб. Вроде бы синонимы, но ученые подразделили их на уровни. И вот аят, где мы говорим слово кальб, это аят из суры 49. Сура называется Худжурат, аят 7. Бисмиллахи рахмани рахим. «Валякинна Аллаха хаббаба илейкумул имана ва зайянаху фи кулубикум». Кулубикум – это множество слова кальб. Если до этого аят из суры Ан'ам Аллах использовал слово садр, садраху, то в суре Худжурат Аллах говорит кулубикум. «Валякинна Аллаха хаббаба илейкум». Аллах привил вам любовь аль-имана к вере. Привил. То есть именно Он прививает любовь к вере. «Вазайянаху» и украсил его верой фи кулубикум в ваших сердцах. Опять же слово сердце на русском, но на арабском уже слово используется в священном Коране как кальб. Это кальб. Этот уровень, где уже есть вера. Ученые сказали, что садр – это место, где нашептывание сатаны, то есть плохие мысли, это уровень первый. Уровень второй, выше, это там, где есть вера. Опять же здесь, то есть грудь, опять же кальб, сердце, это там, где есть вера. Он дал вам, привил любовь и украсил сердца вашей верой. И третий называется шагаф. Это уже уровень, связанный с сильной любовью и даже скорее со страстью. И здесь приводится аят из суры Юсуф. Это 12 сура, аят 30. Бисмиллахи рахмани рахим. «Кад шагафаха хуббан». Ее охватила любовь сильная, страстная. Здесь цитата из аята, и речь о истории, знаете, это Зулейха и Юсуф алейхиссалям. Юсуф алейхиссалям был очень красивым, и Зулейха, увидев ее, она влюбилась, и у нее была сильная, страстная любовь. Этот уровень называется, это третий уровень называется шагаф. Когда я говорю первый, второй, третий, не понимайте, что это этажи, и чем выше, тем лучше. Нет, это просто через запятую. Это шагаф, это третий. Это то, что окружает сердце. Уже не внутри, а окружает. Это любовь к созданиям, которые создал человек. Например, слышали, наверное, когда пророк наш, Мухаммад алейхиссалату вассалям, спросил у зятя своего: «Любишь ли ты Аллаха?» Он говорит: «Да». «Любишь ли ты меня, посланника Аллаха?» «Да». «Любишь ли ты свою спутницу?» «Да». «А как же ты, говорит, одной сердцем, говорит, одной грудью, говорит, как все три любви, говорит, помещаешь?» И он
затруднился ответить, ушел домой. Спутница, то есть Аиша, дочь пророка, увидев, как супруг пришел загруженный, поинтересовалась. Он объяснил вопрос отца, который он получил, на что она легко дала ответ. И скажи, говорит, посланнику Аллаха, смотрите, не отцу, говорит, могла бы сказать, да, а скажи моему отцу. Нет воспитания какой. Не отцу, а скажи посланнику Аллаха, что ты любишь Аллаха сердцем, пророка душой, а меня разумом, умом. Он обрадовался, побежал, рассказал пророку. И пророк говорит, это, говорит, не твой ответ, это, говорит, ответ, говорит, моей дочери. Вот примерное объяснение любви, которое тоже у нас в сердце. И еще есть четвертое, это фуат. Тоже в словаре переводится сердце. Арабский язык очень богатый язык. И объяснить разницу между ними нужно просто толковый словарь. Поэтому я перечислю вам только из аятов, какие бывают сердца и какие находятся там внутри свойства. Первый мы сказали садр – это васвася. Второй кальб – это любовь к вере. И третий – это шагаф. Это любовь к созданиям. То есть все, что нас окружает, это любовь шагаф. И четвертый фуат. Это тоже есть в Коране. Эта сура называется Наджм. Это 53-я сура, аят 11. Бисмиллахи рахмани рахим. Ма казабаль фуаду ма раа. Вот здесь Аллах говорит фуат. Ма казабаль фуаду. Фуат тоже переводится сердце, и в переводе данного аята мы видим, сердце не солгало о том, что он увидел. Этот уровень, данный уровень будет по воле Всевышнего Творца у нас в раю, то есть с этим сердцем, с этим уровнем, с этим видом мы будем видеть Всевышнего Творца. Поэтому по науке акаид, ракида, мы говорим, что есть аят из Корана, «Иля раббиха надира». Именно идет речь про то, что будет человек видеть из хадис. «Сатарана раббукум каматарана камара лиляталь бадри». Вы увидите своего Господа, Аллах, посланник Аллах говорит, как вы видите полную луну. Вы увидите Господа, говорит. Поэтому никто не может отрицать, что Аллаха видеть невозможно. Можно Аллах увидеть, и инша Аллах, по воле Всевышнего мы увидим. Это будет огромный и максимальный подарок. Но это в раю. И это тоже будет уровнем сердца, который называется фуат. Этим глазом увидеть Всевышнего невозможно, потому что мы видим только то, что с нами, то, что у нас впереди. А мы знаем по науке акаид, Всевышний не имеет направления, то есть он ни спереди нас, ни сзади, ни сверху, ни снизу. Он не имеет места, поэтому мы не можем сказать, что этими глазами мы видим. Поэтому говорится только фуат. В завершении 4 момента, самых важных, связанных с сердцем. Это самое главное, это первое, бывает сердце чистое, бывает сердце с оболочкой, бывает сердце, как наклонившее голову, и бывает сердце склонное. 4 вида бывает сердце. Первый вид сердца, который называется кальб аджрат, то есть самое чистое сердце, это сердце верующего человека. Там есть свет веры. Об этом в Коране говорится, Всевышний Аллах говорит, у них есть след от земного поклона, и они говорятся и в Торе, и в Псалтере. Это аят есть. Поэтому, если есть иман, есть еще и нур от этого имана, то есть свет. Второй, который называется с оболочкой, это сердце безбожника, атеиста. Почему так названо? Потому что, когда Всевышний спросил «Алясту бираббикум», все души сказали «Калю баля». «Калю баля», «Каля баля». Все сказали «Да, да, ты наш Господь». Поэтому все рождаются с верой. Фитра называется, рожденная вера. С рождения, он уже верующий с рождения. Но потом из-за родителей, из-за
окружение, где он, с кем он растет, что он читает, что он кушает, образуются оболочки, и он закрывает свою веру. Что по-арабски кафара, скрыл. Вот скрыл, покрыл, не видно теперь. Открыл, видно, закрыл, не видно. Это называется по-арабски кафара, то есть скрывающий. Или же как покрывающий, как покрывало. Но не отрицающий. Отрицать будет слово мункар накир. Знаете, кто это? Вот это глагол накара, отрицать. А кафара не отрицать, кафара скрывать. Это второй вид сердца. Третий, наклонивший голову. Это сердце, где есть вера, но, скорее всего, больше лицемерия. То есть это мунафик. Голову склонил, это вот подобно такому у лицемера сердце. Сначала верил, потом отрицал, верил, потом опускал голову. То есть не мог сражаться, сам с собой бороться. Поэтому третий уровень. И четвертый – это склонное. То есть он склонен к тому, что он в свое время признавал истину, признавал Всевышнего Творца, признавал, что Аллах есть, даже намаз совершал. Но в одно время он это все бросил, потому что страна виновата, кто-то виноват, где-то что-то, и, оказывается, он прозрел, что это все, оказывается, неправда. И он перестал верить. То есть это муртад, вышедший из ислама. Это мусхаф называется, четвертый склонное, называется уровень, где был верующим и стал в конце неверующим. Отличие второго, он с рождения неверующий. То есть в сердце была вера, но родители ему говорили, что ты неверующий, он с рождения. А четвертое отличается тем, что он сначала верил. То есть намаз совершал, поклонялся, но потом все бросил. И в завершении украсим речь свою словами пророка. Как наши учителя говорят, не пророка украсим, а себя украсим, но чем? Его словами. Это его дуа, это «Я мукаллибаль кулуб, сабит кулубана аля диника ва та'атикаль ислам». О меняющие сердца, измени наше сердце в лучшую сторону и укрепи его на твоем пути.